В рамках федерального грантового проекта Чувашского национального конгресса «Национальное достояние народов. Достояние России» в летнем трудовом лагере «Кристалл» села План Неверкинского района Пензенской области, где компактно проживают чуваши, состоялась литературная встреча школьников с помощником президента Чувашского национального конгресса, членом правления Союза профессиональных писателей Чувашской республики, автором книг для детей и взрослых Еленой Светлой. Она начала литературное знакомство со своего любимого произведения «Чувашия. Жемчужина Поволжья», которое посвятила родному краю. Писатель подняла важные темы семьи, уважение к родителям и людям старшего поколения, настоящей дружбы, чести и достоинства, культурного и духовно-нравственного самообразования, а также патриотизма. Родной наш край по праву можно жемчужиной Поволжья назвать. В своих делах, словах и сердце Чувашию мы будем прославлять. Имея опыт работы артистки театра, Елена Светлая провела с ребятами небольшой мастер-класс по художественному слову. Автор эмоционально и ярко пыталась донести мораль басен и стихов, акцентируя внимание на простых и в то же время важных моментах современной жизни. Она раскрыла свой секрет воплощения задуманного в жизнь. Как оказалось, для этого необходимо научиться любить себя и окружающих, ценить свое и чужое время, ежедневный и кропотливый труд, пусть небольшие, но шаги вперед навстречу своей мечте. Итак, сбылась моя вторая мечта. Первая мечта у меня была, значит, написать книгу. Вторая мечта стать... первая мечта быть фотомоделью. Она тоже реализована. Вторая мечта издать книгу. И вот третья стать актрисой. В конце встречи слова благодарности и признательности в адрес писателей Чувашии также выразила начальник отдела образования Неверкинского района Ольга Александровна Тарасова. Она подчеркнула важность и необходимость настоящего живого общения молодого поколения с писателями и поэтами из регионов Российской Федерации. Под громкие аплодисменты Елене Владимировне вручили благодарность отдела образования администрации Неверкинского района. Кроме того, автору поступило предложение приехать в следующем году в летний трудовой лагерь «Кристалл» в качестве педагога-наставника на весь летний сезон, так как у нее легко получается донести важные истины до сознания ребят.